Чем ближе к границе, тем больше машин и людей. Вместо уже ставшей привычной глазу пустой дороги, экскурсионные автобусы, а также легковые автомобили с туристами, которые направляются на отдых в Абхазию. А на самой абхазо-российской границе еще более оживленно. Непрерывный поток людей, бесконечные очереди на пропускных пунктах и водители маршрутных такси, заждавшиеся своих клиентов. Татьяна Ткаченко на протяжении 10 лет приезжает на отдых в Абхазию. Провести свой отпуск здесь она запланировала еще в октябре, купив билеты на 21 июня. Однако из-за карантина отдых пришлось отложить. Несмотря на то, что дата открытия границы не раз менялась, она все же не теряла надежды приехать в Абхазию. Билеты я всегда беру заранее. В октябре мы взяли билеты, потом мы их сдали, потом ждали, устали, а сейчас довольны и радостные. Если, наверное, на пляж, то мы не будем маски одевать, а в общественные места, в магазины, то мы будем одевать. Так же, как у нас везде. А сейчас почему не одеваете? Ну, потому что там сильно жарко было. Мы не идем, там дышать нечем. Вот все у нас Там есть. простояли, устали, так, 6 часов лету, и вообще, все равно мы рады и довольны. Многие переходили границу с целью однодневных экскурсий, а у некоторых запланирована особая миссия. Откуда едете? Из России А куда? сюда на рынок за инжиром. То есть вы не отдыхаете, а у вас на один день? Да, на один день экскурсии. Новый Афон, Гагра, Рица, Пицунда, Чимчира. В эти города в основном направлялось большинство туристов. Открытие границы мы ждали с нетерпением, отмечали гости нашей страны. Еду из Астрахани в Чимчира. Настроение отличное. Каждый год приезжаете, ждали открытия границы. Ждала открытия границы. Даже приехала за день до открытия, пришлось остаться в Адлере. Но я не жалею. Все хорошо. Маски, перчатки, все с собой, Все с собой, все буду соблюдать. Я надеюсь, что отдых будет хороший. Ну, ждали каждую неделю, каждый день проверяли, когда откроют границу. Очень хотели попасть сюда. Конечно, ждали. Как раз повезло. Отпуск попал так, что и открыли границу. И билеты уже были. И мы очень рады. А маски, перчатки? Все с собой есть обязательно. И антисептики взяли, все взяли. Из Владикавказа в Пицунду. Уже более 15 лет мы там отдыхаем. Нам очень нравится. Всегда хорошие отношения, всегда сервис хороший, море прекрасное, погода вообще нет слов. Так что всех благ вам. У нас прекрасное настроение, очень ждали, что вас откроют границу. Мы каждый год к вам приезжаем, очень вас любим. Прекрасное побережье, прекрасное отношение. Мы отдыхаем каждый год в Пицунде, в пансионате. Видно, что большинство туристов переходят границу без масок и перчаток. Однако есть и те, кто старается соблюдать меры предосторожности. Мы едем из Омска. Мы ждали, мы отдыхали 2 недели в Сочи, открылась граница, мы хотим у вас отдыхать. Спасибо. Чуть раньше, во время ограничительных мер, заезжающим в нашу страну обязательно нужно было проходить через тепловизор. А сегодня эта процедура отменена. Нет на границе и выездной медицинской лаборатории. В связи со снятием всех ограничений 1 августа пункт пропуска заработал в обычном режиме. Но касается граждан Республики Абхазия и граждан Российской Федерации, никаких ограничений нету для перехода. Что касается масок и перчаток, очень тяжело работать, потому что люди стоят на улице в такую жару, невозможно. А так антисептики есть, каждый там определенное время проверенное количество людей пользуется антисептиком. В период карантина на абхазо-российской границе была приостановлена деятельность магазинов Duty Free. Сегодня и он работает в обычном режиме. Далее на нашем пути Гагра. Здесь мы посетили несколько туристических объектов. В парк-отеле «Амбра» забронировано всего лишь 9 номеров. Но, конечно, ждут больше и готовы к приему. При входе в спа-отель бросаются в глаза разметки социального дистанцирования, антисептики, а также информационные буклеты. Гендиректор парк-отеля «Амбра» Елена Клименко рассказала, как проходила проверка объекта специалистами Роспотребнадзора и какие предписания ими были сделаны. Как вы видите, персонал у нас меры соблюдает. Единственное, что также одно из требований Потребнадзора российской стороны было наличие защитных экранов на стойках ресепшн и стойках контактирования с гостями. Сейчас экраны вот на днях уже должны к нам сюда приехать. То есть мы все заказали, антисептики у нас есть, дистанцию социальную, конечно же, все сохраняют. Необходимые плакаты информирования гостей на территории проходят. Те гости, которые сейчас заселяются в отель, им 2 раза в день мы проводим термометрию.
ведутся специальные журналы. Обработка, уборка номеров проводится с учетом всех также необходимых требований. Питание также у нас проводится, рассадка гостей, соответственно, согласно требованиям. Также замер температуры там проходит и обработка антисептиками рук, перчаток, масок. Заявки есть, спрос есть, гости звонят. Лилия Абзалова приезжает на отдых в Абхазию на протяжении 7 лет. В этом году она наконец смогла попасть в давно выбранный ею отель. Давно мечтали попасть именно в этот отель. И отель нас просто поразил своей красотой, своим сервисом прекрасным. А Абхазию мы просто любим безумно. Обслуживание отличное, все прекрасно. Мы очень довольны, рады и будем здесь, я думаю, всегда теперь останавливаться. Между тем, город Гагра постепенно возвращается в привычное курортное русло. По улицам гуляют отдыхающие, гостиницы и отели постепенно заполняются, однако на пляже туристов пока что немного. А вот на озере Рица такая же картина, как и на границе. На фоне главной природной жемчужины Абхазии фотографируются сотни туристов. Вокруг стоят экскурсионные автобусы, открылись все кафе и сувенирные лавки. Впечатления всегда прекрасные, потому что Абхазия всегда гостеприимна, уютна и прекрасна своей природой. И это, безусловно, нам всегда нравится, потому что мы не первый год сюда приезжаем. Если посмотреть, сколько народу сюда сейчас приезжает, это еще раз, в очередной раз, конечно, показывает то, как все люди любят Абхазию, и она нам всегда мила, приятна. На самом деле нереальные эмоции, мы прям вообще, мне очень понравилось, я в шоке, классно. Меня трясет до сих пор. Да ладно. Она не боится высоты, а я очень сильно боюсь, это очень круто, прям здорово. После долгого простоя свои двери открыла и Новоафонская пещера. Объект стал одним из самых посещаемых на Черноморском побережье. И здесь соблюдают требования дистанции, ношению масок, а также использованию дезинфицирующих средств. После каждого рейса поезд, перроны и посадочные места в вагонетках обрабатываются специальными средствами. Не только вышеперечисленные объекты, но и вся страна готовится к туристическому сезону. Однако нельзя забывать о коронавирусе. Только соблюдая элементарные требования, мы сможем минимизировать рост инфицирования COVID-19 в нашей маленькой стране. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.